В связи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, которые действовали в стране в течение 3 месяцев, Пенсионный фонд Абхазии столкнулся со значительной недостачей. Выплатить пенсии и пособия вовремя не удалось еще в мае. В июне ситуация еще более усугубилась. В каждый месяц мы начинали финансирование, уже выплату по городу Сухуму и Сухумскому району к 18 числу каждого месяца. Но тем не менее мы понимаем, что у нас будут проблемы с выплатой в июне месяце за июньскую пенсию. И мы уже когда в мае месяце финансировали все районы, у нас были проблемы и с Гагринским, и с Кулерипским, и с Кальским районом. Чтобы людей не держать в неведении, мы решили начать финансирование с 25 числа, отсрочить на неделю выплаты. Понятно, что закрытые из-за пандемии рестораны, магазины, гостиницы и прочие субъекты экономики сыграли свою роль в этом кризисе. Люди не работали, не получали зарплаты, а значит, недополучал пенсионный фонд. Но в Абхазии бывает еще и так, что сотрудники зарплаты получают, а на отчисления денег нет. Это объясняется тем, что организация, например, бюджетная, убыточная, дотационная, либо деньги срочно нужны были на что-то другое, неотложное. Плюс к этому прогнозы на 2020 были прямо противоположными. Должны были вырасти зарплаты бюджетников, фонд должен был собирать больше. И исходя из этих ожиданий, пенсии некоторым категориям граждан были увеличены еще в прошлом году. Теперь эти обязательства надо выполнять, а денег нет. С 1 июля 2019 года было у нас повышение некоторым категориям пенсионеров, и с начала 2020 года на 100% были увеличены доплаты к абхазским пенсиям, которые не являются получателями пенсии иного государства. И обязательства пенсионного фонда перед гражданами они остались прежними, а поступления пенсионный фонд рассчитывал на еще большие поступления в 2020 году. И в первую очередь это связано с карантинными мерами, то, что у нас спад экономической активности с этим связан. Пенсии в Абхазии получают почти 45 тысяч граждан, а работают и делают отчисления в фонды на 2000 человек меньше. Поэтому пенсионный фонд получает дотации из бюджета. Бюджет в 2020 году был заложен 137 миллионов рублей дотации из республиканского бюджета. На сегодняшний день пенсионный фонд освоил 130 миллионов рублей. Там остатки небольшие, но тем не менее мы рассчитываем, что пенсионному фонду, может, и помогут с других резервных источников. Мы на это не надеемся. Но в процентном соотношении мы, может, не доберем из этой суммы процентов 50 от месячной потребности пенсионного фонда. 50% от ежемесячных выплат пенсионного фонда – это порядка 45 миллионов рублей, которые сейчас в экстренном порядке необходимо где-то изыскать. Иначе государство не сможет выполнить обязательства перед пенсионерами. Чтобы выиграть время на поиск и аккумуляцию средств, график выплат изменился. Теперь абхазские пенсии будут начислять не с 18, а с 25 числа. Мы, как правило, начинаем финансирование с города Сухума, потому что Сухум наибольшее количество у нас получателей, наибольшая сумма по городу Сухуму, Сухумскому району. И в последующем уже мы будем также аккумулировать, и мы надеемся, мы дотации с республиканского бюджета тоже у нас есть, и дополучим, и уже эти суммы, собрав, мы уже будем финансировать последующие районы. Сказать вам точно, что 25 числа, естественно, все в один день мы не сможем профинансировать, это факт. Я уверен, что у нас за июнь месяц некоторые районы выйдут за рамки этого месяца, нам придется профинансировать в июле месяце. Несколько раз председатель пенсионного фонда Денис Гулария подчеркнул, что перенесение даты выплат – это вынужденная мера. И как только поступления в пенсионный фонд стабилизируются, все вернется к привычному графику. Пенсии и пособия снова будут выдавать с 18 числа каждого месяца. Но вот когда это произойдет, пока никто ответить не может. Положительная динамика в
плане отчислений наблюдается уже сейчас, но очевидно, что дотации из бюджета потребуются Пенсионному фонду и в июле, и в августе, и в последующие месяцы. А вот из каких источников эти средства поступят в бюджет – большой вопрос. Надежда Боровикова, Рамо Камки, Абаза ТВ.